эфире «Вечерние новости» расскажем о главных событиях выходного дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Школьники, студенты и молодые специалисты соревновались в инженерном чемпионате Кейс-Ин. Участников от Якутии представил Северо-Восточный федеральный университет. Совет отцов Саха-политехнического лицея помогает многодетным матерям в заготовке льда на зиму. На реку взяли и детей, чтобы приобщить к традиционному для севера делу. Свежие рыбу и мясо в одном месте можно купить на ярмарке в Якутске Эдиге 2020. Россияне при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь. В регионах вводится единый номер 122 для этих целей. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, в ближайшее время он будет доступен по всей стране. 27 субъектов уже доложили о полной технической и организационной готовности. Также зампред правительства России добавил, что время дозвона в больницы в проблемных регионах сократилось в 8 раз, неотвеченных вызовов сократилось в 6 раз. За прошедшие сутки в Якутии зарегистрировали 216 случаев коронавируса, в том числе 48 носителей. Из них в Якутске 113, в Горном районе 9. По 7 заболевших в Алданском и Мирнинском, по 6 в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском и Чурапчинском. В Верхоянском, Нерюнгринском, Нюрбинском и Сунтарском районах обнаружили по 5 случаев. Остальные районы от 1 до 4 заболевших. Таковы данные регионального оперативного штаба. За сутки от COVID-19 скончались 4 человека. Лаборатории региона провели почти 4300 исследований на инфекцию. Ограничения по коронавирусной инфекции в республике продлили до 15 января 2021 года. Это касается масочного режима, социального дистанцирования и дистанционной учебы в колледжах и вузах. Об этом сообщил глава Якутии Асан Николаев во время прямого эфира. Указ предписывает органам власти и местного самоуправления проводить новогодние праздники только в режиме онлайн. Корпоративы рекомендуется не проводить. Другой вопрос, если компания до 15 человек решит собраться в объекте общественного питания. Это не возбраняется, добавил глава. Поминки обернулись крупным пожаром в жилом доме в одном из сел Сунтарского района. Хоронили 55-летнего мужчину, умершего от продолжительной болезни. По информации ЕДДС, во время церемонии прощания зажженная свеча возле тела стала причиной возгорания. Люди спаслись чудом. Двое, это хозяйка дома и сестра умершего, получили ожоги. Состояние у них тяжелое. Их должны отправить в Якутск. Об этом сообщила одна из жительниц села. Тело умершего от огня спасти не удалось. Останки похоронили сегодня. Инженерный чемпионат Кейс-Ин – это международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. С 2018 года чемпионат реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. А в прошлом году проект вошел в топ-15 Олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAIX Analytica. Тему продолжит Анна Васильева. Инженерный чемпионат Кейс-Ин входит в платформу «Россия – страна возможностей». Для каждого ее участника это действительно уникальная возможность обменяться опытом, решить реальные инженерные задачи, получить новые знания. А для победителей проекта это возможность продолжить профильное обучение в магистратуре или аспирантуре без вступительных испытаний и возможность найти работу мечты. В нашей стране очень нужны молодые, талантливые инженеры. А чемпионат Кейс-Ин – это прекрасная возможность найти таких ребят. Этот чемпионат уже давно себя прекрасно зарекомендовал, а второй год уже проходит на платформе «Россия – страна возможностей» и отвечает целям и задачам этой платформы, а именно способствует поиску и развитию талантов в нашей стране. Кейс-Ин 2020 был открыт традиционно в феврале в Липецке, но потом пандемия внесла коррективы и пришлось срочно переходить в дистанционный формат. Как оказалось, минус пошел лишь в плюс, и вместо 50 заявленных в отборочных этапах приняли участие почти в 2 раза больше технических вузов, в том числе и Северо-Восточный федеральный университет. Чемпионат командный, собирается команда разных специальностей, не просто там с одного факультета или института, а собирается команда по разным специальностям, и они как групповая работа, команды решают
ту или иную задачу. Организаторы конкурса чемпионата разрабатывают эти кейсы совместно с большими корпорациями, предприятиями, работодателями, которые вовлечены, заинтересованы в том, чтобы ведущие, специалисты, выпускники учебных заведений были готовы к конкретному реальному сектору экономики. Вообще, чтобы они были уже готовы решать конкретные задачи не просто теоретически, а на практике. 2020 год завершится финалом осеннего кубка Кейс-Ин. И в этом году он впервые пройдет в очно-дистанционном формате. У нас есть основная очная площадка, это НИТУ МИСИС. Здесь у нас пройдет официальное открытие. Здесь у нас состоится встреча с гостями, с работодателями, с партнерами чемпионата, а также пройдет официальная процедура награждения. Все остальные мероприятия у нас пройдут онлайн. К ним будут присоединяться наши участники, эксперты из различных городов России и стран СНГ. А совсем скоро стартует новый сезон проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация для школьников, студентов и молодых специалистов откроется уже в январе. Для участия нужно будет просто подать заявку на сайте проекта. Анна Васильева, Джулус Винокуров, Москва, Якутск. В Ленском районе открыли газоконденсатное месторождение. Потенциал участка высок, считают эксперты нефтегазовой отрасли. Объект могут включить в ресурсную базу газопровода «Сила Сибири». Одной из первых на месте побывала Анна Винокурова. Месторождение размером в столицу Якутии. Так говорят специалисты про новое газоконденсатное месторождение. Его нашли на Мурубайском лицензионном участке в Ленском районе. По первым подсчетам, начальные извлекаемые запасы газа – 27 миллиардов кубов. Это только первые шаги, при которых мы после бурения еще 3 разведочных поисковых скважин, проведения сейсмики 3D, получим запасы. В РНГ решили, месторождение назовут в честь Ивана Меньшикова, бывшего директора акционерного общества. Он ушел из жизни прошлым летом. Под руководством Ивана Меньшикова в разработку ввели центральный и восточный блоки, а также Курунский участок Среднеподобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Последний в Якутии считается одним из крупнейших. Иван Михайлович – почетный нефтяник, отличник разведки недр. А за вклад в экономику Якутии республиканские власти отметили его званием заслуженного работника Народного хозяйства Республики Саха. И это вообще чудесная традиция у нефтяников называть месторождения именами первооткрывателей. А Иван Михайлович сделал очень много для развития минерально-сырьевой базы Якутии. Гордость и поклон акционерам РНГ за такое решение. Открытие нового месторождения – большой шаг к дальнейшему развитию РНГ. Акционерное общество с этого года включено в список системообразующих предприятий топливо-энергетического комплекса, который составил Минэнерго. С открытием нового месторождения новые рабочие места смогут получить и жители Ленского района. За последние несколько лет из маленькой геологоразведочной компании РНГ превратилась в многопрофильную нефтяную группу, в планах которой активное развитие газового направления. И я глубоко убежден, что с такими современными подходами к организации работы, высокой социальной ответственностью перед местными жителями у компании все непременно получится. Акционерное общество РНГ выступило оператором по разведке месторождения имени Ивана Меньшикова. Предполагается, что новое газоконденсатное месторождение войдет в число крупнейших в Якутии. Ресурсная база газопровода «Сила Сибири» прирастает. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Всероссийский день матери сегодня отмечается в стране. Празднику уже более 20 лет, он отмечается в последнее воскресенье ноября. Глава Якутии поздравил женщин с Днем матери. В социальных сетях Айсен Николаев написал: «Пусть сегодня и всегда ваше сердце будет согрето словами любви и благодарности. Желаю каждой маме, чтобы глаза светились добротой и гордостью за своих детей, а радость наполняла ваш дом. Счастья, любви вам и долгих лет жизни», написал глава Якутии. Совет отцов Саха-политехнического лицея помогает матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они выехали к реке Лени в районе села Хатасы для заготовки льда, чтобы после развести его нуждающимся. Этим самым они еще и приобщают детей к традиционному занятию. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Прежде чем начать основную работу, необходимо расчистить территорию. Сначала на лед наносят разметки, чтобы получились ровные ледяные брикеты.
Совет отцов Сахаполитехнического лицея Якутска решил помочь матерям из школы своих детей. Лед предназначен для семей, живущих в частных домах и не имеющих возможности самим его заготавливать. Вот мы сегодня здесь, потому что вот это вот важно передать, насколько оказание помощи нуждающимся. В нашем случае это матери-одиночки и многодетные семьи. По признанию членов Совета отцов, сами они не занимались заготовкой льда с детства и считают это упущением. В городе живем, сельской жизни дети наши не знают, и чтобы приобщить их к нашему занятию наших предков, наших отцов, наших дедов, собраться. Вообще по всем пунктам оно очень благотворно влияет на жизнь. Во-первых, вода чистая, да, из нашей реки. Во-вторых, это физический труд. По словам организаторов мероприятия, это не единичная акция. Таким образом, они закладывают начало традиции – помогать тем, кто нуждается, а также прививать традиционную якутскую культуру подрастающему поколению. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Традиционная ярмарка ИДГ-2020 проходит в старом городе Якутска. Там можно купить свежее мясо и рыбу от якутских производителей. Представлено 18 участников со всей Якутии. Это сельскохозяйственные перерабатывающие предприятия, фермерские и частные хозяйства, занимающиеся животноводством. По сообщению организаторов, ярмарка будет проходить каждые выходные до конца декабря. Приезжает очень много участников. Вот у нас, допустим, уже 18 участников, которые постоянно приезжают к нам с разных районов республики, начиная от Чурапчи, кончая Оленёкским районом. Продаем около 4 видов именно мяса: оленина, говядина, свинина. Также масло. Участники у нас Чурапча, Агрохолдинг, Туймада, Амга, СХПК, и разные фермеры, которые приезжают с разных районов республики. Порывистый ветер и метель ожидаются в Анабарском, Булунском и Жиганском районах Якутии завтра, 30 ноября. Об этом сообщает Якутское управление геометеослужбы. В Анабарском и Булунском районах до 23-28 метров в секунду, днем до 28-33 метров, говорится в сообщении. Также синоптики прогнозируют на севере Жиганского района порывы ветра до 15-20 метров в секунду и метель. На этом программа подошла к концу. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.